одновременно. Это кондитерские изделия. Пищевая промышленность вызывает особый интерес. Как бездушные машины могут производить такие вкусные сладости? Меня зовут Асем Хасянхаза, вы смотрите программу Made in KZ. Сегодня мы находимся на заводе ТО «Алматинский продукт». Как же здесь производят печенье, расскажу и покажу прямо сейчас. Поехали! Предприятия товарищества выпускают сотни наименований кондитерских изделий. Заводы располагают современными производственными линиями по выпуску печенья, вафельной продукции и карамели. Продукцию компании можно найти не только на столах казахстанцев, но и на прилавках стран дальнего и ближнего зарубежья. Наладить поставку алматинских сладостей за рубеж удалось благодаря поддержке национальной компании «Казахэкспорт». У этой дочерней организации холдинга «Байтерек» имеется целый арсенал из необходимых инструментов поддержки экспорта. Нашей компании застрахована краткосрочная дебиторская задолженность по 11 импортерам предприятия на общую сумму 853 миллиона тенге. При экспорте в такие страны, как Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Также предприятия пользуются льготным финансированием на пополнение оборотных средств по продукту предэкспортное финансирование. Этот инструмент позволяет пополнить оборотный капитал с льготной ставкой вознаграждения для исполнения экспортных контрактов. В частности, благодаря «Казахэкспорт» подведомственной организации Министерства торговли и интеграции компания отправляет за рубеж около 20% от объема производимой продукции. А теперь о процессе производства печенья. Основное сырье – маргарин, сахар, муку – привозят из разных регионов Казахстана. После входного контроля на качество оно отправляется в цех. Первым делом специалист смешивает необходимые ингредиенты – соль, разрыхлитель, соду, ароматизаторы и другие. Все продукты необходимо взвешивать и строго придерживаться рецептуры. В противном случае печенье может получиться невкусным. Затем эта смесь отправляется в миксер. Туда же добавляют воду, сахар, маргарин, а затем просеянную муку. Продолжительность замеса может меняться в зависимости от свойств муки, скорости вращения тестомесильной машины, температурных условий и введения различных добавок. Затем готовое тесто через такую воронку попадает в формовочную машину. Как следует из названия, она предназначена для формовки печенья. Тесто попадает в приемный бункер. Затем путем прессования матрица придает тесту форму. Благодаря специальным насадкам из приемного бункера тесто выходит в данном случае вот такой круглой формы и сразу направляется в тоннельную печь длиной несколько десятков метров. Это расстояние мучное изделие преодолевает за 10-12 минут. Тем временем на этом же участке на соседней машине происходит прокатка затяжного теста. Оно поступает в приемные воронки и прокатывается через несколько пар гладких волков с постепенным уменьшением зазора между волками. Таким образом, тесто становится все тоньше и тоньше. Затем машина нарезает его на соломку, после чего ударные штампы делают проколы на полуфабрикатах. Это нужно для того, чтобы при выпечке из изделия выходил водяной пар. Далее соломка также отправляется в тоннельную печь. После печенья охлаждаются на конвейере и отправляются на участок упаковки. На заводе производят десятки видов печенья. В день 10 тонн и больше. На кондитерской фабрике трудится около 400 человек, в том числе жители близлежащих сел, что положительно влияет на благосостояние местного населения. Оснащена современным оборудованием, которое соответствует всем мировым стандартам. Основанная 20 лет назад компания «Алматинский продукт» сегодня является крупнейшим в Казахстане производителем кондитерских изделий и халвы. Вкусно, надежно, ароматно, безопасно. Вот так производят у нас в Казахстане.